Сибае в единый день голосования работу осуществляли 24 избирательных участка. Они развернулись на базе учебных заведений, школ, учреждений культуры. Все участки начали принимать избирателей в 8 утра по местному времени. Выбор у избирателей в этот день был широкий. Особенно высокие конкуренции отличались думские. В них приняли 14 политических партий и более 2000 кандидатов в одномандатных округах. В республике на 6 мандатов претендовали 47 кандидатов в депутаты Госдумы. А на муниципальных выборах почти 5000 кандидатов на мандаты в представительные органы местного самоуправления. Избиратели получали в руки по 3 бюллетеня. Гражданская активность сознательного населения наблюдалась уже с первых минут начала работы избирательных участков. На выборы мы каждый раз ходим, не упускаем моменты. И это мы, конечно, с советских времен нас так воспитали, чтобы свой голос обязательно отдать. Ну а остальное что? Чтобы дети наши жили в будущем прекрасно, хорошо, чтобы мирное небо было, достойная жизнь. Мы жизнь прожили хорошо, обижаться не надо, пенсии достойно получаем, чтобы дети учились, детям была работа, молодежь, чтобы процветала. Наша обязанность голосовать. И надо, чтобы голосовать, чтобы было, знаете, какое самое главное о молодежи. Мы хотели, чтобы новая власть думала о молодежи. Тяжело жить молодежи на сегодняшний день. Мы знаем по своим детям, очень трудно вставать на ноги. Поэтому надо, чтобы молодежная политика немножко была изменена. Особенно для молодых семей. Каждый раз хожу. Только хорошие я веду. Чего больше ждать? Только хорошие. Дай Бог, чтобы им работать, а нам, чтобы спокойно жить. Иду на выборы с надеждой. На мир, на будущее. На спокойствие, на счастье детей, на благополучие семьи, на все хорошее, чтобы было все хорошо, чтобы заработная плата была. В центре детского творчества расположились сразу 2 участка. Основная часть принадлежащих им избирателей – жители поселков Обогатителей и Камышлы-Узяк. Здесь и еще в 2 участках нашего города использовался комплекс обработки избирательных бюллетеней. Это электронное устройство для автоматизированного подсчета голосов, практически исключающее возможность любых нарушений в процедуре голосования. Стоит отметить, что данная мера была не единственной, и каждый участок тщательно подготовился к проведению столь масштабного политического мероприятия. Участковая избирательная комиссия номер 619 своевременно начала свою работу. Пришли и наблюдатели, все члены участковой избирательной комиссии пришли еще в 7 часов. Согласно регламенту работ, мы все рабочие вопросы решили, бюллетени раздали своевременно, пока никаких замечаний нет. На нашем избирательном участке номер 639 голосование открыли согласно регламенту в 8 часов после проигрывания российского, республиканского гимна нашего. Соблюли все законодательные моменты. Для первых голосователей, для первых избирателей были предусмотрены подарки. Для первых 10, как всегда, у нас активность проявили бабушки, дедушки. Везде, согласно требованиям законодательства, были строго определены места для наблюдателей и средств массовой информации. На каждом участке у избирателей была возможность перекусить, выпить горячего чая. Также были предусмотрены небольшие подарки впервые голосующим и ветеранам. Издавна день выборов ассоциируется в сознании россиян с праздником. Не явилось исключение и минувшее воскресенье. Например, артисты Центра народной культуры и досуга, где расположился участок номер 637, подготовили полноценную праздничную программу и встречали своих избирателей веселыми песнями. Как известно, проголосовать можно было не только на своем участке, но и в любом другом, получив открепительное удостоверение. Данная мера служит избирателю, если тот по определенным причинам не может явиться в предписанное ему место голосования, и многие в этот день воспользовались этим правом.
В отдельных случаях члены избирательной комиссии выезжали к избирателям на дом. Воспользоваться перевозной урной для голосования смогли и пациенты Центральной городской больницы, пребывающие на амбулаторном лечении. Ровно в 20:00 по местному времени все избирательные участки в нашем городе закрылись. Всю ночь в Центр избирком республики стекалась информация со всего региона. Общее количество избирателей в нашем городе 43 767 гражданина. Явка составила 50,7%. На выборах в Госдуму по одномандатным округам значительно оторвался от остальных кандидатов Зариф Байгускаров. За него в Сибае проголосовало 56,69% избирателей. Его ближайший соперник Раиль Сарбаев набрал 12,8% голосов. Представитель Коммунистической партии Российской Федерации Юнир Кутлугужин на третьем месте с 11,48%. Уже известно, что на выборах в Госдуму 7-го созыва со значительным отрывом от конкурентов идет «Единая Россия», которая в случае победы сможет рассчитывать на получение конституционного большинства. В Сибае «Единая Россия» набрала 61,92% голосов. Результаты же выборов депутатов в Совет городского округа города Сибай пока уточняются. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитов, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.